Это же Родина. Этим сказано все. Уважение к своей Родине, к той земле, в которой ты родился, к той земле, которой твои поколения там веками жили здесь. Егер мен ватанда гурбетте болсам, күрешкен егіттердің сафында болсам, қалбымны алыңыз, көксімні ярып, бір дуа оқыңыз, храмға барып, көз ясын юмаңыз салғырда, ешілге сараңыз, көміңіз чатырда, ертімнің елері үстінден ессін, ертіміз соллары ичемесінсін, мен ватаныма тоймадым, жүрегім тойсын. 93-летнего Ружди Джепарова можно назвать настоящим счастливчиком. Он живет в селе своего детства Мамашая. Хотя, конечно, это не везение, а достигнутая цель. Будучи в ссылке, в разлуке с родиной, он дал себе слово вернуться в село, в котором он родился в 1933 году. O tarafı, Şaşırma tarafı. O Mamaşay. Bir yerde bir şey yok adı. Bir şeyler saçaydılar. Onda yüzüm olsaydı bu tarafta bir yerler yüzüm ötedi. Ana bir tarafı anda bakçımına. Ozen boyu bakçılar hepsi. Tap ana köprüden tap tebegecek, yalıgacık. Armut, alma, şeftali, kayısı çok ondan şeyler var. Balalıktan beri Mayıs ayından başlap bu Kaça Özeni, bu Karadeniz yalısına bütün vakit yaz balalar bunda geçiriyorduk vaxtımızın. Mayıs'ın başında denizin suyu, bak neden suyu deyip onu denize yetişiyorduk. Беззаботное детство среди цветущих садов оборвала война. Особенно страшно было в Мамашае из-за его близости к Акьяру. Saklanaydılar ondan. Nemeler var idi, çukurlar var idi, çukurların içine kirip çeker saklana böyle top atıp başlasalar, son bilediler yerge gitmek gerek, lучше nerede yiyecek ne? Крымские татары тогда не знали, что самое тяжелое испытание еще впереди. В 1944 году весь народ выселили из Крыма. Семья Ружди-ага попала в Самаркандскую область Узбекистана. Birinci yılı şu 44-cüsü pek çok halk geçindi. Çünkü bir taraftan açlık, ikinci bir taraftan su yok idi, yaxşı su. Son hastalıklar, malariya başka. Не сломаться на чужбине Ружди Джепарову помог сильный характер. Он с детства был бойким мальчиком. Окончив школу, поступил в Самаркандский техникум мелиорации на отделение строительства. Позднее учился в Ташкентском политехническом институте. Ружди-ага построил блестящую карьеру в строительстве, занимая руководящие должности в крупных городах Узбекистана, а затем и в Москве. В 1990 году он получил звание заслуженного строителя РСФСР. Но в душе всегда жили детские воспоминания о цветущих садах Мамашая, которые стали целью всей жизни – вернуться в родное село и отстроить здесь свою жизнь заново. Егер қайтып ватаныңызға қайтсаңыз, мұтлақ ватаныңызда бір ев yapыңыз, құрыңыз. Ана мен бабам айтқаны ақылымда тұрайды ербақ. В 1994 году Ружди Джепаров вернулся в Мамашай, построил здесь дом, в котором живет по сей день. Во дворе разбил тот самый цветущий сад, где знает и любит каждое дерево. И инжир есть, и виноград есть, и лимоны есть. Все сами выращиваете? Да.